Жители села Бородино Багратского района попробовали себя в сельском туризме. Больше недели в одной из семей жил студент из Индии Манодж Сангтани. Молодой человек изучает иностранные языки. Русский стал осваивать меньше года назад. С индийским полиглотом встретились наши корреспонденты. В местном клубе Маноджа Сангтани встречают как дорогого гостя. За неделю он успел познакомиться и подружиться с большей частью населения села Бородино. Разговор начали за чашкой чая, естественно, о русской кухне. Мне нравится все. Я попробовал борщ, блины. И блины – это как доса в Индии, юге, популярное блюдо. В свои 24 года Манодж знает 5 языков. Говорит, самые простые – это испанский и французский. Самый сложный – естественно, русский. Изучает языки не из праздного любопытства, а для дела. В будущем молодой человек в Индии планирует открыть свою турфирму. Образовательный процесс не прекращается даже во время съемок. Накануне сельчане подарили Маноджу на память хорошую детскую книгу. Дядя Федор, пес и кот. Книгу индийский студент уже прочел, понравилось, а мы помогаем разобраться с незнакомыми словами, такими как чердак, перочинный ножик, аболтус. А вот такое слово знаете? Аболтус. Аболтуса. Ну, это значит человек, который ничего не делает. Как ленивый. Да, ленивый. Ленивый. Аболтус, значит, такое. Как тупой, да? Да, да. Ну, такой безобидный дурачок. Так получилось, что в Бородино Манодж попал накануне 9 мая, даже поздравил со сцены ветеранов. До этого года о Дне Победы и Великой Отечественной войне он не слышал, но увиденного и рассказов новых русских друзей хватило, чтобы понять значение этого праздника в истории России. Я сказал, я желаю всем счастья и здоровья, что никогда не было войны, и все народы дружили. С Днем Победы. Для поездки в Россию индийский студент Сибирь выбрал осознанно и ни разу об этом не пожалел. У нас его восхищает буквально все – люди, возможность работать на земле и невероятные по индийским меркам просторы, а он, в свою очередь, удивляет местных жителей. Дует ветер сильный, с ног сбивает. Мы с Катей нос не хотим показывать из дома. Он говорит: боже, какая чудесная погода, я так хочу погулять, пойдемте гулять. Нас вытаскивает из дома. Я такую погоду обожаю. Мы удивляемся, а ему нравится прям. Конечно, в России такова реальность, что жить 3 месяца в полном восторге нереально. И какие-то вещи, которые не нравятся нам, не понравились и иностранному гостю. Я узнал, что люди уже 4 месяца, и они не получили зарплату. Они работают в клубе, это где мы были. Это плохо, мне это жаль, мне не нравится. В конце мая приключения иностранца в России закончатся. Манодж студент, пора возвращаться в Индию. В качестве сувениров домой повезет хакасскую куклу и книги на русском языке. Наш же заверил, что в Россию он обязательно вернется. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.